Добрый вечер. Мы с вами давно не встречались, потому что такова пандемийная ситуация. Переболела съемочная группа, переболел и я персонально, но мы, кажется, возвращаемся в наш эфир. И на волне возвращения как раз и говорим о главном, на мой взгляд, событии уходящей недели. А таковым, безусловно, является госпитализация Владимира Вольфовича Жириновского. Вы скажете, ну а при чем здесь республика? Республика здесь вполне при чем, потому что здесь, во-первых, у Жириновского довольно неплохая, крепкая партийная организация была создана и развилась. Во-вторых, сам Владимир Вольфович неоднократно здесь бывал. Более того, был такой курьез, когда Вячеслав Гайзер объявил его персоной нон-грата на территории республики. В общем, он имеет отношение, будучи при этом, естественно, весомой федеральной политической фигурой, наверное, самым ярким политиком за последние 30 лет. И можно по-разному относиться к его идеям, можно совершенно не принимать его стилистики и эстетики, но факт остается фактом. И вот его госпитализация имеет два последствия, на мой взгляд, как минимум. Первое уже случившееся, если угодно, медицинско-общественное. Известно, что Владимир Вольфович прививался 6 раз. И пусть выводы сделает каждый сам о полезности и вообще об эффективности вакцинации, которая сейчас идет. Второе последствие может быть. Мы все желаем Владимиру Вольфовичу скорейшего и полноценного выздоровления и возвращения в строй. Но если представить, что Жириновского нет во главе ЛДПР, это значит, что партия начинает разваливаться. Партия вождистского типа. Жириновский был ее стержнем. Он возглавлял не только федеральный список на выборах в Государственную Думу, все вообще новые созывы нового времени, но и был номером один в любом региональном списке на любых региональных выборах. В том числе, конечно же, в Республике Коми. И даже на последних выборах ЛДПР во главе с ним, во главе избирательного списка, заняла 3-е место и получила 3 мандата в Государственном Совете Республики. Это очень немало для республики. С конца нулевых администрации главы Коми ЛДПР рассматривалась как сила, оттягивающая протестные голоса. Протестные голоса, разумеется, от прежде всего КПРФ. Они отходили именно ей. И уж во всяком случае, это особенно было заметно в наших северных городах Печоре, Инте и Воркуте. Это вот к вопросу о стилистике и эстетике, которая может не нравиться, так сказать, интеллигенции, но которая очень по душе нашему суровому северному избирателю. Итак, как это повлияет на политику в Республике Коми? Уже сейчас мы видим очень серьезное брожение в Государственном Совете. Там начинается движение за дополнительный, за особый контроль над главой, его кадровыми назначениями, его практическими действиями. Это соревнование идет между отдельными депутатами, причем в него включена и, казалось бы, правящая фракция «Единой России», прежде всего в лице заместителя председателя Госсовета и, на минуточку, руководителя фракции «Единой России» в Госсовете Сергея Артеева, который и явился инициатором первого законопроекта об ограничении, точнее о дополнительных полномочиях Государственного Совета при назначении руководителей правительства республики. Конечно же, КПРФ, позиции которых, как показывают и обсуждения, и голосования, как раз иногда поддерживают представители ЛДПР. Да, нам еще 3 года до выборов что главы, что Госсовета, если не случится, конечно, ничего экстраординарного. Но даже при сугубо политическом, будем надеяться, не физическом исчезновении Владимира Вольфовича Жириновского, партия, по большому счету, пойдет в разнос. И вот тогда, как минимум, избиратели партии, а может быть и сами представители ее в органах власти, кандидаты, будут перетекать явно к другой политической силе, у которой в республике, как показали сентябрьские выборы в Госдуму, самый расцвет и рост. Всего вам доброго.